Стоимость соцпакета в 2020 году – 1155 рублей 6 копеек. Кроме того, социальная поддержка может выражаться тремя способами. Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном или междугороднем железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно, а также получение необходимых лекарств, медицинских изделий, продуктов лечебного питания. Каждый из этих пунктов льготники имеют право выбрать либо в вещественном, либо установленном денежном эквиваленте. Заявление можно подать через клиентские службы пенсионного фонда, через многофункциональный центр «Мои документы», на портале госуслуг или через личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Если гражданин подает заявление через интернет, личный визит в пенсионный фонд в этом случае не требуется. Напоминаем, что заявление необходимо подавать только в том случае, если гражданин желает изменить текущий порядок получения льгот. Граждане чаще выбирают по принципу «деньги ощутимее», говорят в Ухтинском отделении пенсионного фонда. Однако здесь стоит помнить некоторые нюансы. Так, если гражданин отказывается от соцпакета или его частей, то в течение всего года он не сможет изменить способ его получения. Между тем, сохранив за собой право на так называемые натуральные льготы, гражданин будет пользоваться услугами не в рамках их номинальной, установленной законом стоимости, а в необходимом объеме. В особенности это касается лекарственного обеспечения. Мы, естественно, призываем всех своих пациентов не отказываться от этого набора, а оставить их именно в качестве льготы, которая им предоставляется. Для чего? Для того, чтобы у нас была возможность в рамках федеральной льготы обеспечить их лекарственными препаратами. Тот денежный эквивалент, который они получают, он не всегда покрывает те расходы, которые необходимы для приобретения лекарственных препаратов. Так, установленный денежный эквивалент льготных лекарств – 889 рублей 66 копеек, в то время как реальная стоимость медикаментов, к примеру, для лечения онкологических заболеваний, может составлять десятки тысяч рублей. Кроме того, с 2021 года список льготных лекарств будет оперативно расширяться. Будет федеральный регистр, то есть как только появляется пациент, которому требуются льготные лекарственные препараты, он будет внесен в федеральный регистр, и этот регистр позволит оперативно отслеживать пациентов и лекарственные препараты, которые им необходимы. То есть сама процедура заказа лекарственных препаратов, она должна значительно сократиться. Инвалиды, участники войны, кавалеры орденов славы, герои Советского Союза и Российской Федерации и вдовы, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС на сегодняшний день в Ухте более 7 тысяч федеральных льготников. И большая часть – люди с тяжелыми особенностями здоровья, которым в любой момент может понадобиться специфическая помощь. Однако, что актуальнее, ежемесячная фиксированная сумма или гарантии получения дорогостоящей помощи в случае необходимости, каждый решает сам. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.